Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Din Ruhu programmasının Hemdon götürücüsü ben Polina Barbova. Saygılı seyircilerim, Gagauz'un yaşayanlara bugünkü kolörümüzü biz yazarız Çeşme köyünde Ayuzlu Panaya adına kilisesinde soruşlarımıza cevap edecek bu dua evinin hizmetçisi Baba Vyacheslav. Kalın bizimle kalın GRT kanalında. Baba Vyacheslav, çok sağ olun kırdınız bizi. Bugün bu dua evine sanırım yazacağız bir faydalı lazımlı programa. Hangisi bırakacak hepsi insanların canlarında bir ıslah fikir. Çekedilen bugün sizin köyünüzün kilisenin historiasından. 1809 yılda açan Çeşme köyüne yerleşerle yaşamak için insanlar oralarda yoktu kilise. Çeşme köylüler giderler Frikatsa'yı köyün kilisesine geçirmeye dini trebaları, duaları çağırırlar papazları oradan. İnsanların yalvarmaklarına göre koyma dini yılktaşı kilise yerine 1814 yılın Mayın 19'unda Kişnyodaki metropoliyanın episkopun yardımcısının Dmitri'yle bu işe izin verildi. Mayın 27'sinde koyuldu yılk taş. Baba Vyacheslav, anlatsanız Çeşme köyün Panaya adına kilisesinin historiasını daha derinden. Да, вот история церкви села Чешмякёй начинается с 1814 года. Это было прошение селян о постройке храма. И в 1818 году первая церковь в честь Афанасия Александрийского была построена на каменном фундаменте. Укрыта была камышом, это была камышовая церковь. А уже в 1860 году было построено каменное здание, укрыто жестью, и в 1866 году этот храм был освящен в честь Афанасия Александрийского. При храме постоянно были священнослужители, которые несли служение, была приходская школа церковная, была библиотека, то есть приход жил, люди тянулись к Богу, и это происходило до того момента, как развернулась атеистическая пропаганда государства против церкви в 1959 году. И в этот же год храм был закрыт, он был отдан под склад хранения зерна, после чего было принято решение, что храм в аварийном состоянии, он должен быть разрушен. На сессии сельского совета приняли такое решение, и в 1960 году храм Афанасия Великого был разрушен. Камни с этого храма были использованы для постройки дороги, ведущей через центральной дороги через село. И остальная часть была использована для строительных материалов и нужд. На этом история храма, который носил имя в честь Афанасия Александрийского, была завершена для села Чешмякёй. Все это время, вот как вы сказали, да, люди ходили в соседнее село Фрикацей, ходили пешком в Рени, есть свидетельства, даже и нынешние жители, которые рассказывают о том, что их бабушки, дедушки водили на причастие, на то, чтобы покрестить детей. Кто-то ездил в Болград, кто-то ездил в город Рени, кто-то ходил в Фрикасей, вызывал туда священнослужителей для того, чтобы окормлять приход, причащать людей, исповедовать. Все это время люди жили в селе без церкви. И только после того, как отношение властей стало меняться к религии, это было уже где-то после 1989 года, как правило, в 90-х годах прихожане, верующие жители села Чешмякёй, обратились к епископу для того, чтобы получить благословение, чтобы здесь дал епископ благословение для того, чтобы можно было проводить богослужение. Вот. И с 1998 года было выделено властями временное помещение для проведения богослужений. Это бывший магазин детского мира,
в советское время, где разместился временный храм, в котором все это время на протяжении более 20 лет совершались богослужения, где люди молились, где люди причащались, исповедовались и постоянно духовно получали духовное кормление в храме. Söyleseniz bu Frikatsa köyü hangisi için şimdiden Allah gitti. Uzak mı bulun Erçişmek köyünden? Çünkü biliriz insanların anlatmaklarından göre hani insan giderdi yayan buradan oradan. Ну, это недалеко. Это недалеко, примерно, если так вот, километров 6 или 7 от нас. Это так вот. Şimdi Я bugünkü могу, günde конечно, ошибаться сейчас, да. Там есть сейчас село, я точно не могу сказать, потому что в этом селе я никогда не был. kilise var mı orada? Клисия, по-моему, yok. Ближайшая церковь у них, насколько я знаю, могу ошибаться, но, насколько я знаю, это село Долинское, там есть новый храм построенный, очень красивый. Ну, Фрикация, это, как правило, сейчас уже, наверное, знаете, это такой вот населенный пункт, скорее всего, как остановочный пункт там, потому что поезд, когда шел, он просто там есть остановка, он останавливался, там люди садились, и он ехал дальше, как правило. То есть, если там есть жители, ну, наверное, уже мало кого там осталось. 1962 yılda kilisede adıldı da 40 yıldan sonra 2002 yılda hep o yerde, bu yerde yeni kilise çekildi yapılsın. Hangisinde bugünkü günlerde çalışırsınız siz hem de gelirler Çeşme köyünün insanlara dua etmeye. 40 yıl bu bir uzun zaman. Baba Veçislav söyleseniz bu uzun zaman için nereye insanlar giderler dua etmeye pazar günlerinde hem de yurtlarda? До строительства церкви, до закона. Да? Ну вот я уже сказал, что все время, пока строился храм, храм начал строиться в 2002 году, но начало вообще строительства проектной документации началось в 2000 году при священнике Дмитрии Бургуване, который инициировал это строительство. Это была его идея восстановить разрушенную церковь в селе Чешмекю для того, чтобы люди могли молиться. И все это время, пока строился храм, строился он 20 лет, как вы сказали, то все это время мы молились пока во временном храме, который был выделен властями для проведения богослужений. Все это время это было благословение епископа, богослужения полноценно совершались, их просто это был храм временный, возможности в нем были ограничены, вместительность была тоже ограничена. Он не мог вмещать в себя большое количество жителей села, прихожан храма, которые посещали церковь. Поэтому вот приходилось таким вот образом на протяжении более 20 лет молиться в храме. А уже вот когда началось строительство храма, оно строилось силами властей и жителей села. Вот такое мудрое решение приняли власти в 2000-х годов, что нужно воссоздать храм, восстановить. Была принята программа социально-экономического развития села, в которой входило строительство церкви совместно с населением. И вот в 2000 году был вырыт котлован, в 2002 году, и именно на том же месте, где стоял Афанасьевский храм. Что удивительно, когда вот те люди, которые участвовали в этих строительных работах, они рассказывают о том, что они прямо вот рыли котлован, и вот перед этим они, значит, очертили то место, где был храм, они находили старый фундамент церкви Афанасия Великого, Александрийского и Афанасьевского храма, и уже, то есть, было видно, где будет строиться новый храм. Потом уже вырыли котлован и начали возводить фундамент. Работы велись до примерно 2007 года. Вот, в 2007 году работы были приостановлены, потому что средств было недостаточно. В 2010 году были продолжены работы, и где-то год или полтора продолжились работы, после чего прекратились опять, потому что средств было недостаточно. Вот. İnce görüyoruz, çok iş yapılmış ama daha var burada görülmüşler. Söyleseniz bugünler ne orada çalışırsınız? В данный момент у нас храм уже функционирует полностью. Он освящен. Освящение храма состоялось в прошлом году, 21 августа.
2022 года. С этого момента, ну, мы немножко раньше, конечно, уже начали проводить богослужение в новой церкви. То есть за год до освящения мы уже молились в полноценном храме. Но при этом, при том, что храм функционирует, все равно, конечно, работа осталась, потому что мы храм открыли, но есть у нас еще планы по работе внутри, есть планы по работе снаружи, есть планы по работе на территории, обустроить территорию. Ну, конечно, в этом году, в прошлом году мы работали немножко по возможности. В этом году мы тоже, есть у нас планы провести определенные этапы работ. И с Божьей помощью, если у нас будут такие возможности, мы будем их осуществлять. Bugünkü gün var mı nasıl Süleyman Tazi'de finans tarafından yardım ettiler Çişme Köyü'nün yaşayanlara? Ну, помощь оказывали очень много людей, на самом деле, у нас очень много. Я сейчас выделять всех не смогу, потому что список на самом деле огромный. Кто-то помог очень много, кто-то помог больше, кто-то помог меньше. Но я хочу сказать, что в участии в строительстве церкви участвовали все жители села. Так или иначе, чем-то, помощью. Кто-то финансовой, кто-то работой, старались, помогали. И это то, что завершено строительство храма, это успешная работа всего села прежде всего, потому что люди хотели, чтобы храм наконец-то открылся. Да, люди устали уже от того, что у нас церкви не было в протяжении нескольких лет. И сейчас храм открытый, ситуация меняется. Мы сейчас помимо строительных работ стараемся проводить и просветительскую работу, для того, чтобы люди немножко обратили внимание на церковь, потому что церкви не было, и, скажем так, люди жили без Бога, потому что не было возможности, вот тот промежуток, когда даже не было временного храма, я имею в виду, когда ходили в Рене, в Фрикацею, тогда вот, конечно, вот чувствуется вот эта пустота до сих пор. Но ситуацию мы стараемся менять, и я думаю, что со временем поколение, новое поколение, поменяется ситуация в целом. Pastorlar gün toplanır insanlar kiliseye Да, gelirler да, bugünkü günler. да, слава Богу, есть люди. Начинают ходить по чуть-чуть, понемножку, люди проходят, даже вот просто идут на работу, школьники идут в школу, вот просто крестятся. То есть изменения, небольшие, может быть, изменения, но есть. Слава Богу. Sağ olun baba Veçislav'ın belediyelerinden anlatırsanız. Anlatmaklara göre açan eski kilise dağıtıldı. O taşlardan insanlar bir yol yapmışlar. Da kim o yoldan geçermiş, türlü belalarla karşı gelermiş. Söylesiniz, işittiniz mi bu işi? Да. Alizden mi böyle oldu? Да, действительно, это так и было. По слухам, по разговорам людей это знаю. И сам в этом убеждался неоднократно, потому что уже был здесь, служил священником. При мне уже были погребения, такие трагические события, когда на этой дороге погибали люди. То молодые, то старые, кто-то остался инвалидом, кто-то погиб. Погибло немало людей, скажу, памятники. Вот сейчас просто вдоль дороги есть даже немало. И прекратилось это в тот момент, когда был установлен поклонный крест при въезде в село в 2008 году. Вот. И это немножко прекратилось. В последнее время не слышим мы этого уже, слава Богу. Neyle bağlarsınız bu işi? Niçin öyle olardı? Ну, я, конечно, не могу ответить на этот вопрос, потому что это все ведение Бога, но, наверное, я так думаю, как священник, я думаю, что это связано прежде всего с тем, что вот, то поколение, которое принимало участие в разрушении храма, конечно, сделали очень большую ошибку. Конечно, это все в прошлом уже. Нынешняя ситуация изменена, храм был восстановлен, и ситуация тоже, соответственно, изменилась. Вот мне кажется, что это связано с разрушением храма прежде всего, потому что это, конечно же, большой грех, это большое горе, что храм разрушили, и эти камни были использованы как бы на попрание. То есть получается, что те все, кто проходит или проезжает по этой дороге, то есть они топчат, получается, эти камни, которые были освящены. Вот. То есть это, конечно, что-то трагическое. Вот. Поэтому как бы вот эти знамения, возможно, они как бы таким вот образом Господь показывал, что вот нужно покаяться в том, что разрушена была церковь. Нужно построить, и нужно ходить в церковь, нужно что-то поменять прежде всего. Да?
что покаяние это изменение, прежде всего, себя лично, своих мыслей. Это не просто сожаление того, что было сделано. Это нужно, сожаление это одно, а покаяние это еще и исправление. Нужно что-то и поправить. Да? То есть если я что-то сломал, что-то испортил, то я должен взамен что-то дать Богу, прежде всего. Вот, я так думаю, не знаю. Söyleseniz hangi yılda siz geldiniz çalışma bu dua evine hem de ne halde o zaman bulunardı kilise? Это 2011 год. Был назначен священником, настоятелем храма здесь, в Чешмекёе, летом. И в тот момент храм находился на стадии, были стены, но крыши не было, куполов не было. То есть до половины, можно сказать, стены были подняты, но не завершено, верх был не завершен полностью. Купола, крыша, этого всего не было. Были бетонные залитые потолки, но они были все открытые. Купол вот, центральный, он был открыт, можно было смотреть и видеть небо в нем, потому что не было ничего закрыто. И все осадки падали сюда, здесь была вода, которая постоянно оседала и впитывалась в стены и фундамент храма. Вот. Çünkü Çeşmeköy'ün kilisesi taşıyor Ayuzlu Panayan adını. Söyleseniz sizce papaz hem de Çeşmeköy'ün yaşayanları duyuyorlar mı Panayan büyük kuvvetini? Я думаю, что всегда все мы чувствуем Божью помощь тогда, когда мы к Богу обращаемся или к Божьей Матери. Потому что вопрос в той плоскости, что Бог всегда готов быть с нами. Божья Матерь всегда за нас молится, всегда оберегает нас, всегда нас охраняет. Но мы должны всегда помнить и не забывать о том, что есть храм в каждом населенном пункте, и этот храм нужно посещать. Каждое воскресенье мы должны свои дела оставлять и идти в церковь, идти молиться не просто для здоровья, мы должны думать немножко о своей духовной жизни, о своей вечности, потому что все, что мы здесь в жизни, к чему стремимся, все мы это оставляем здесь, а о вечности нужно немножко подумать. Поэтому, конечно же, Божья Матерь помогает. Успение Пресвятой Богородицы, у нас храм, и мы чувствуем поддержку, молитву, заступничество Пресвятой Девы Марии, но чувствуем особенно и тогда, когда мы сами к ней обращаемся прежде всего. Особенно больше чувствуем, потому что человек имеет свободу выбора, и Бог хочет, чтобы человек сам к нему обращался, чтобы это не было как бы таким обязательным, да, что вот в этот день там то надо сделать, это сделать. Мы должны это делать постоянно. Мы должны быть постоянными христианами. Мы должны ходить в церковь постоянно, не только там, в определенные праздники, не только в День престольный, как это у нас Успение Божьей Матери, или только на Пасху посвятить куличи. Мы должны быть постоянными, мы должны постоянно ходить в церковь. Вот это для Бога очень важно и очень ценно. Daha kendi sözünüzde söylediniz hani duyulur hani bu köyde yoktu çalışmardı kilise insan o kadar pek çekilmerdi kiliseye dediniz hani savaşçınız bu uğurda dini insanı sınaştırma gelme Allah'ın evine. Nasıl düşünürsünüz bu işi yapma? Ну, без yapıyız уже. Постольку у нас возможности такие есть, мы стараемся привлекать людей разными способами, конечно же. Это прежде всего это просветительская работа каждого священника, это проповедь, это миссионерские проекты в каждом приходе есть, это воскресная школа, это работа с молодежью, это в том числе работа с взрослыми людьми, прихожанами храма, которые могут ходить в церковь и 20, и 30 лет, но знать только праздники, названия праздников. К сожалению, такая проблема тоже есть. Поэтому задача каждого священника – это дать возможность это проповедовать, во-первых, рассказывать о Боге, о Христе, учить о том, что Евангелие мы должны читать каждый день, о том, что мы должны ходить в церковь чаще, о том, что хождение в церковь – это не то чтобы даже нужда, это необходимость нашей души, потому что это нужно, необходимо не Богу, это необходимо нам прежде всего, и мы должны это осознать, и мы должны это понять.
И если мы это осознаем, если мы это понимаем, тогда, значит, наша жизнь меняется. Меняется все, мы тогда начинаем чувствовать Божью поддержку, как я уже сказал. И мы понимаем, мы чувствуем, что наша жизнь по-другому меняется. Это и отношение к другим людям, это и отношение к своим близким и к дальним, так сказать. Это отношение к Богу человека прежде всего. Поэтому вот эта работа очень непростая. Поэтому стараемся проводить эту работу, насколько у нас есть такая возможность. Бүгінгі gençler хавезленме келелі кірсе? Приходят, но, честно сказать, мало. Потому что есть ситуация меняется, как я уже выше говорил, что вот в старой церкви, в временном храме и нынешней молодежь уже есть у нас. Может быть, не так много, как в других населенных пунктах, если сравнивать, но, слава Богу, есть молодежь, которая начала приходить, и она осознает. Есть люди, которые начали тянуться к Богу. Bu yılın Avgust'un 23'ünde Çeşme'ye Kürüler Bakıcıklar bir önemli yoğurttu Ortodoks Kilisesi'nde bu bana iyi. Çeşme köyün yaşayanlarında bu bir önemli gün çünkü kilisenin kurbanı. Söyleseniz ne düşünürsünüz bu yıl geçirme bu büyük yoğurtuyu? С Божьей помощью, как во все года у нас, как и по традиции уже, значит, проводится совместно с программой села, то есть это и день села, и день храма в один день. Естественно, что любое празднество престольного праздника Курбана начинается с молитвы, с службой в храме. В храме служится литургия. После литургии праздничная трапеза, на которой приезжают гости, поздравляют друг друга с этим праздником. Вот. То есть обычная атмосфера праздника. В этом году попадается 28 августа в понедельник, будничный день, потому что у нас всегда есть такая... Во-первых, мы самые дальние, живем далеко, и у нас в Гагаузии 5 храмов, которые носят название в честь Успения Пресвятой Богородицы. Поэтому мы всегда рады гостям, чтобы они приезжали к нам. Мы готовимся к этому событию всегда и всегда рады, что люди приезжают, поздравляют и молятся вместе с нами в храме, как это было. Yarıştırarak bıldırkı yılından bu yıl ne soy yenilikler mi olacak programımızda? Нет, программа практически каждый год одна и та же, только исключение то, что мы уже в новой церкви, в полноценном храме служим, не теснимся в старом храме, где не все помещались люди. Здесь у нас такая возможность есть, всем уютно, удобно, слышно, то есть возможности для того, чтобы молиться, есть сегодня. Baba Vyacheslav, çünkü Tayler'de anlattınız hani ta az insan çekilir kiliseye, bakarak bugünkü duruma ne Sobrada Çeşme köyünde söylesiniz bütünden niçin lazım her bir insan gelsin kiliseye? Dayın size bunu yapma küçüklüğünden. Ну, во-первых, есть заповедь Божия о том, что один день в неделю мы должны посвятить Богу, мы должны подумать о своей душе. Поэтому, если мы эту заповедь соблюдаем, если мы стараемся найти время для того, чтобы прийти в храм, во-первых, это и для здоровья очень хорошо, не говоря уже о душе, потому что самое главное в душе заключается, конечно. Вот. Храм – это место присутствия Божия, прежде всего. Храм – это то место, где верующие собираются для общей молитвы. В Евангелии есть такие слова. Христос сказал, что там, где 2-3 собраны во имя Мое, там я посреди них. Поэтому домашняя молитва, она хороша, она нужна, но молитва в храме, она имеет особую силу, она имеет особую, скажем, специфику такую, что когда все люди собираются, молятся, они объединяются в одно целое, под названием церковь, потому что церковь – это не здание, это не камни, не стены, это люди прежде всего. Это члены церкви, поэтому все члены церкви, они объединяются единой верой. И все мы составляем тело Христово.
Мы члены, составляем тело Христово. Соответственно, мы все, конечно же, участвуем в богослужении. Богослужение православной церкви называется воскресное, и это литургия. Литургия – это общее дело. И вот когда мы все участвуем в общем деле, мы все причащаемся. Соответственно, мы становимся причастниками трапезы Господней. Мы принимаем тело и кровь Господа Иисуса Христа, комка, да, то есть мы становимся причастниками Христа. И это одно и то же, что если мы сидим за столом, да, нас пригласили за стол, мы участники трапезы, да, мы участники ужина или обеда. Мы вкушаем эту трапезу, мы вкушаем хлеб. Вот так и литургия. Это благодарение, Евхаристия, это участие в богослужении. И, конечно же, верующий человек, который считает себя верующим, он не может не присутствовать на литургии, он не может не причащаться. Это несовместимые вещи. Это одно и то же, что я буду приглашен на какое-то мероприятие, на какой-то праздник, за стол, и мне скажут: садись, покушай, а я скажу: кушать я не буду, буду просто сидеть и смотреть. То есть вот как бы вот для сравнения так вот. Но, к сожалению, сейчас это стало немножко нормой. Вот, можно не ходить в церковь, но быть верующим человеком. Можно приходить светить Пасху, но при этом в течение всего года не посещать церковь. К сожалению, это в сознании людей, вот для многих людей стало закономерностью. Вот, поэтому наша задача, как бы разрядить ситуацию, немножко повернуть все наоборот, чтобы люди понимали, что церковь не заключается только в том, чтобы крестить детей, когда дети рождаются, венчаться, когда свадьба и когда кто-то умирает. То есть на этом для многих людей функция церкви вот только такая. Церковь – это живой организм, это община, это люди, это не камни, как я уже сказал, поэтому верующий человек, любящий Бога, не может не приходить к Нему. Это невозможно. То есть если я верю Богу, если я люблю Бога, то я должен к Нему приходить. Söylesiniz, niye sosis oldunuz papaz? Ne zaman size fikrinize geldi öyle hani siz lazım kendi yaşamanızı bağlarsınız Allah'la gidersiniz Allah'ın ardına anladasınız onun laflarını, onun yaptıklarını, onun kuvvetini? Это долго рассказывать, конечно. Это к этому осознанию не сразу это осознание пришло, конечно же, но вопрос, конечно, личный такой. Но в какой-то момент я пожелал, что вот у меня возгорелось такое желание служить Богу, стать священником. И я пошел учиться в семинарию. И вот после окончания духовной семинарии, конечно, стал священником. Это был 2006 год. Закончил Одесскую духовную семинарию, там же стал священником. Но очень хотел вернуться на родину для того, чтобы служить Богу здесь. Мне предлагали остаться там. Я не согласился. Вот, и я вернулся на родину и по сегодняшний день, слава Богу, служу здесь. Sinsilerinizde var mı bir kimseye papaz? Есть, конечно. У нас много, извиняюсь, в роду вы имеете в виду? Нет, в роду у нас нет священников. Я неправильно понял ваш вопрос. Çünkü sizin kendinizin de var baba ve çıslav uşaklarını söylesiniz nasıl siz onları terbiye edersiniz Allah'a? Ушакла, вы имеете в виду воскресную школу или Бем Ушакла? Это, знаете, самое главное, это личный пример. Мы стараемся просто, вот мы в воскресенье идем в церковь, естественно, дети у нас тоже в храме. То есть садимся кушать, мы молимся, ложимся спать, мы молимся, да. То есть личным примером. Самое главное, каждый родитель, я считаю, что должен показывать личным примером свою веру, свою духовную жизнь и учить детей с самого раннего детства всему этому. Воскресная школа çalışıyor mu sizde? Да. Kaç uşak geliyor haftada? Около 20 детей у нас официально в воскресной школе. В последнее время многие в разъездах, кто-то отсутствует, кто-то болеет, кто-то присутствует. Скажем, 20 человек у нас есть. Вот. Каждое воскресенье, сейчас, правда, лето, мы их отпустили на такие вот каникулы, скажем, потому что многих нету, потому что кто-то на море, кто-то на отдыхе. Каждое воскресенье у нас проходят воскресные уроки, мы изучаем библейскую историю, делаем всякие подделки.
То есть стараемся детей как-то постепенно приобщать к церкви. Кроме этого, есть еще и проекты, связанные с воскресной школой. У нас есть, недавно был велопробег у нас, 1 и 2 потом. Сейчас вот у нас планируется организация рыболовного турнира, участие в рыболовных соревнованиях. То есть летом мы больше стараемся детям дать отдых. По возможности, насколько у нас такие возможности имеются, мы стараемся, вот так вот скажем, какой-то досуг организовать в летнее время, чтобы дети меньше сидели в телефонах, больше старались быть на свежем воздухе и участвовать в каких-то интересных играх или проектах. Baba Vyacheslav, çünkü bizim programımız yaklaşır sonuna. Sizin bugün var olanınız dağın şahsınızın Çeşme köyün yaşayanlarına ile başka kasabaların hem de köylerin yaşayanlarına peki isterseniz ne nasihat söylemeye onlara bir şey? Ну, пожелание такое краткое, конечно. Мы, как я уже сказал, в жизни должны всегда в воскресный день посещать церковь, не забывать, что в этот день мы должны быть в храме, потому что храм, как я уже отметил, это место присутствия Божия. Поэтому пожелание такое, чтобы мы всегда были с Богом, и Бог всегда будет с нами, если мы будем с Ним. Не забывали, чтобы читать Евангелие каждый день, молиться и жить по совести. Не делать другому того, чего себе не желаем. Такое пожелание. Çok sağ olun bulduğunuz bir vakit, saymadığınız zahmetinizi de yazık sizden bir meraklı, faydalı hem de lazımlı programı. Te böyle pahalı laflarla saygılı seyircilerim, Gagauzin yaşayanları başarırız bugünkü Demirho programısını. Tabi sayısım getirmesinin aklınıza bugünkü kol vermemizi biz yazdık Çeşme köyünde Ayozlu Panayı adına kilisesinde. Soruşlarımıza cevap etti bu dua evinin hizmetçisi Baba Vyacheslav. Kalın bizimle kalın, KRT kanalında.